Вот. Вот и изба, ребят. Тут два брата, две избы, два брата, две хозяйства. Тут гоняли на снегоходах, конечно, капитально. По первому снегу, наверное, я сюда заходил последний раз. Потом в ноябре или в декабре, наверное, приходил еще. Косачей гонял там за речью, сидели. Ну это баня будет, сруб. Даже мох, все подготовлено. Это весной, наверное, будут строить. На весеннюю охоту приедут. И будет стройка у них. Корыто, конечно, капитальное. Да. Тут уже река. Ну вот челом заракарка. Так. Так. Опа. Вот. Лопата интересная. Полулопата, наверное. Дверь хорошо открывается. Самое главное, не скосилось ничего. Чё вам здоровка? Снова в гости. О, да тепло тут, как ни странно. Теплынь. Как будто недавно еще тут были рыбаки. Печка холодная, конечно, уже. Ой, вода. В сковороде вода. Рыбу, наверное, жарили. И тут вода тоже. Вот. Я думал, тут лед, а оказывается вода. Жир плавает. Консервы вот такие вот, как и я беру. То же самое индейка. Ну, примерно так, ребят. Изба просторная. Я уже обзор делал, показывал. Высокая, между прочим. Умывальник. В прошлый раз, наверное, умывальника не было. А может, не замечал. Надо было еще хлеб взять. Что у меня целый день на льду. Такой вот конфеты взял Марс. И чай. Почему посуду не вымыли там? Помыли. Так и уехали. Странно. Руки до такой степени замерзли, термос не могу открыть. Пипец. Ну вот, сейчас отдохну. Но я не устал, в принципе, вообще не устал. Спина немножко устала, просто от... сидишь неудобно. И
Ветер, конечно, вот замерз я сильно. Руки замерзли. Вот это один такой недостаток в погоде, это сильный ветер, холодный. Сейчас Тулану отдам. Вкусняшку тоже. Тула. Да. Съесть нет хоть. Сладкий. Для меня это уже очень сладкий. Блин, я каждым днем все меньше и меньше сахара ем. Вот так, чай попил. Блин, печка такая огромная. Здесь места для дров вообще минимум. Минимум. Это получается 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 рядов. Это чисто морозильник. Чисто морозильник. Это, считайте, вот вы минус 20 придете, начинаете греть печку. Ну вот здесь один стена, как сказать, один кирпич только. Может быть, за часов 5 вы эту стену нагреете. А вот это за неделю у вас не нагреется. За неделю. Здесь, смотрите, бесполезная, как сказать, слой такой, стена кирпичей. Это никогда не нагреется. Вот все это дело. Или как-то они... Так, подожди. Они даже, знаете, как поддувало, вроде как дымоход туда идет. Там задвижка, между прочим, еще. Что-то интересное. Значит, огонь так идет вот сюда, наверное, спускается, потом поднимается и тудым-сюдым. Как-то интересно, хитро сделано. Дымоход как-то туды-сюды ходит. Но все равно, ребят, мой совет, вместо вот этого поставить железную печку-экономку. И будет вам счастье, радость, счастье. Вы быстро нагреете избу в любой мороз. Моментально нагреется за каких-то 15 минут. Кирпич это... Я вообще не сожалею, что у меня сейчас железная печка. Всем рекомендую. Но каждый себе хозяин. Что потом. Я тоже вот смотрю на этот пол избы, эта печка. Ну, весной, летом, осенью более-менее, а зимой, конечно, это, скажу вам. Но интересный дымоход. Вот так, это поднимается, потом спускается, потом, наверное, вправо уходит дым, потом сюда, потом здесь вверх поднимается, потом туда возвращается и уже в трубу. Я так размышляю, думаю, я прав. Вот поэтому здесь 4 кирпича, ну где-то 1,5 кирпича, ну да, где-то вот пол кирпича там для дымохода. Ну примерно так. Надо у Мишки спросить, как греет избу, как вообще доволен или нет там этой печкой. Оставляю как есть, там уже хозяин придет, сам разберется, что и как.
Ну, только остается отблагодарить. Спасибо, изба. Блин, все хорошо. Мишке привет. И сыну ему привет, который смотрит мои фильмы в этом в онлайн прямом эфире. Я его вижу, комментирует. Все хорошо. Не слушайте меня насчет печи. Я свое мнение высказал, а там, конечно же, сами вы хозяева. Здесь вот такое вот удобно все сделано, как бы можно развесить там вещи. Осенью всегда мы сырые там, под дождь попадаем, да и сами потеем. Одежда всегда сырая. Вот это четко придумано тоже. Ну и, наверное, я бы еще посоветовал где-то вот обрешетку какую-нибудь сделать над плитой. Быстро там эти, как сказать, варежки. Ну да, в принципе, здесь варежки тоже можно подсушить. Ну да. Ну, я щетку сделал, вот в стену там прикрепил, буквально тоже за 20 минут у меня все высыхает. Рукавицы там, все. Ладно, пошел. Здесь воды нету, самое главное, чтобы воду сюда не оставили, чтобы ничего не лопнуло. Резинка это от снегохода, от бурана, наверное. Все хорошо, а пока лишнего ничего нету. Может, со временем появятся полки там. Шкафчик будет, может быть. Для посуды я бы рекомендовал еще шкафчик. Вот это вот посуду, вот растительное масло, вот это, как сказать, ложки, стаканы, вот все в этом. Какой-нибудь шкафчик сделать. Шкафчик. Чтобы мыши туда не лезли. А так оставлять, мыши всегда там пируют, блядь. Противно. Противно. Мне лично, когда я вижу, что ложки там, в кружке там мышь там сидел или еще, мне хорошо. Все классно, все ништяк, закрывается. Ну блин, новая изба, что скажешь? Вон там старая у брата. Тулан отдыхает. Ладно, спасибо, изба. В следующий раз зайдем. В следующий раз, наверное, уже здесь будет стоять, вот тут будет стоять этот баня. Начало уже есть, фундаменты там. Здесь туалет. Все ништяк. Тут у нас ледобор, рыба. Вода еще есть, нету, вода стекает, блин. Того и бойся, чтобы рыба не умерла. Пластик хорошо, видите, как катится. ПНД есть ПНД. Тут я смотрю, все открыто даже. Устье озера тут выходит. Смотрите, все открыто. И там тоже черный лед. Хороший лед, блин. Не нравится мне это. А тут совсем открыто. Тут тоже рыбачили. Это, ребят, 7-я жерлица, 6-я, 5-я. И за поворотом потихоньку ставлю. Еще осталось 13 и в ящике там 2 штуки, наверное. Еще 15 штук.
Ну, не спеша, так спокойно иду. Идти хорошо, наледи нету, буранится кругом. Посмотрим, кого-то поймают или нет. Тулан там ходит. Смотрите, безоблачно кругом. Ни одного облачка нету. Но на улице прохладно. Тула, Тулан. А? Домой поедет. Из будки потом дня 4 точно не вылезет. Но. Лапы будет там лечить он. Да. Поранил ты лапы свои. Че в крови? Кровь идет. Вон следы. Крови. Так что не потеряем его сейчас. Тулан кого-то лает. Ну, наверное, выдра там. Похоже на то. Копает, лает. Смотрите, какой омут. Мощный поворот тут. И кругом тоже вот. Похоже, что жерлицы тоже ставили. Я так думаю. Конно. Блядь. Фу, блядь. Может, открыто даже. Ну там туннель я вижу. Выдрана, она там где-то ходит вдоль берега там. Лед с осени там провисает вдоль берега. И там туннельчик, там проходы у них. Нет, туда лезть не стану, там наледь, во-первых. Может, и возле берега даже открыто под снегом. Замучался уже, блин. Еще осталось 5 штук, наверное. Не знаю, какой-то толк будет, нет от этого. Но скажу вам, целый день на льду. Там вообще перетоптано, или рыбачили, может, яйцо ловили. Не знаю, что-то много следов. Живцы остались самые мелкие. Раз, два, три. Так. 6 штук. Ну все, ребят, я закончил. Поставил 22 жерлицы. Поставушка, жерлицы, флажок, кто как называет. Здесь вот, здесь 2 рыбины я зацепил. 2 рыбины, там тоже 2 рыбины. Самые маленькие, которые. И в остальных там по одной. Значит, получается 24 живца у меня было. Ну, в принципе, все. Думаю, на сегодня шабаш хватит. Надо обратно на избу отдыхать. Отдыхать будем. А там вечером видно будет. Буду проверять или, может, рыбачить буду. Может, вообще буду лежать отдыхать. Из избушки не выйду. Машина у меня там оставил. Только вот не помню, там фары я включал, не включал, выключал или нет. Обычно я, когда машину оставляю, я даже
массу выключаю, а сейчас не помню. Вот это меня напрягает. Как бы если я фары не выключил, просто аккумулятор щадит. Но вроде не включал. Не помню. Вот. Наверное, я там машины оставлю. Завтра отсюда я начну как бы проверять. Вот отсюда. Все буду вверх по течению идти и собирать. Потом уже выйду к машине и на машине обратно до избы. Ну, примерно так, ребят. Погода, ребят, как с утра была, так и сейчас. Надо посмотреть, сколько времени. Ельцов хочется тоже половить. Их вообще проблематично найти. Несколько лет уже тут рыба не ловится, елец. Вот, местами лед как стекло. Очень скользко идти. Здесь вот немножко снега еще и снег еще есть. И тут хорошо идти. А на некоторых поворотах, в общем, снег уже растаял и очень скользко. Видно, рыбачили. Ну, на поворот выше я от избы сейчас нахожусь. Что-то не ухтит туда. Прикормка. Здесь, ребят, у меня чучела. Давно уже я, лет 4 или 5 назад я вешал туда. Давайте посмотрим. 3 штуки было. Одна упала. 2 штуки висят еще. Верба, смотри, какая красивая тут. Ё-моё, набухли. Вообще капитально. А на том дереве вообще огонь. О, смотрите. Вот это да. Вербище тут. Прям белое дерево. О, стреляли капитально тут. Вон одна. Ну, из ДВП я делал. Прям решето. Вот это настреляли. И вон там вторая. Вот, вон там вторая уже. Голова выцвела. Хвоста нету. Этот-то еще крепкий. А этот вообще хлам. Ну, наверное, это снегом или чем-то сломало. Вон там висит, ребят. Ну, приблизить не могу. Экшн камера. Снимаю. Вон там дорога. От дороги мы стреляли. Прям вообще. Ну, живого места, короче, нету там. Из дробовика стреляли. Да и из мелкашки там знакомые говорили. Говорит, стреляем и птица не падает. Много я этим баловался чучелам. Утиными, косачиными и чем только. Везде эти чучела у меня были раньше. Самый опасный участок до избы. Вот здесь перекат. Большое течение тут. Там открыто. Но сегодня холодно и как бы все замерзло. А так здесь скоро кряку буду чадить. Это 100%. Под ногами черный лед там. По буранице лучше пройду. Чуть-чуть скользко, но безопаснее. Ну, осталось немножко. Уже скоро будет изба. Напьюсь чаю. Отдохну, поем. Остатки там. Яичница, остатки. Собаку надо накормить. Сейчас он сухари точно съест. Ну и еще добавок с тушенкой что-нибудь. Разбавлю ему. Накормлю тоже.
Или пускай будет. Может я еще порыбачу. Может порыбачу еще. А остальное я здесь оставлю. Вон тулан. Тулан уже наверху. Ждет Олега. Нас крепкий. Сегодня снег не тает. Минусовая целый день. Но солнце греет, а так в тени вообще совсем холодно. Печка погасла. Да, видать, погасла. Вот. Будка у него тоже уже не под снегом. Пускай в будке он спит. Так. Смотрите, воды сколько тут набралось. Набралось воды. Так. Сейчас сперва ему этот. Пускай ест. Давай, грызи. Пока это грызи, а потом кормлю еще. Сейчас-то аппетит разыгрался у тебя. Он как вкусно ест. Поснимаю, он просто как такое наслаждение от хруст такой, кириешки, лапы вообще. Лапам очень больно даже стоять. Пускай ест. Так. Ну вот. Наконец-то я в избе, ребят. Вы даже не представляете, как я этого ждал. Все погасло. К сожалению, день рождения. Раз. Ладно, сейчас затоплю печку.